Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы главы двух государств обсудили события, имевшие накануне место на таджикско-кыргызской границе. Лидер нации проинформировал президента Узбекистана о мерах, предпринимаемых таджикской стороной для снятия напряженности на линии границы и разрешения возникшей ситуации дипломатическими путями. Также были обсуждены некоторые аспекты таджикско-узбекских отношений, дружбы и сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Также состоялся телефонный разговор основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым. В ходе беседы главы государств высказались по последним конфликтным событиям в приграничных районах, обсудили сложившуюся ситуацию на таджикско-кыргызской границе. При этом была подчеркнута особая важность последовательного выполнения уже достигнутых договоренностей, направленных на нормализацию ситуации и недопущение ее эскалации, в частности, по полному прекращению огня и отводу войск с линии границы в установленное время. Ну и в этом контексте президенты также сделали акцент на важности продолжения таджикско-кыргызского межгосударственного диалога по дальнейшему продвижению переговорного процесса по делимитации границы. Были достигнуты договоренности о проведении заседания межправительственной комиссии сторон по вопросам делимитации и демаркации 1 мая в городе Баткени Кыргызской республики. Также были достигнуты договоренности о решении всего комплекса вопросов таджикско-кыргызских отношений на двусторонней основе в духе добрососедства и взаимопонимания путем переговоров и консультаций. Глава нашего государства пригласил президента Кыргызской республики Садыра Жапарова посетить с официальным визитом Таджикистан в ближайшее удобное время. Приглашение было с удовлетворением принято президентом Кыргызстана. Ну а конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. По итогам беседы сторонами были даны конкретные поручения соответствующим министерствам и ведомствам в целях принятия необходимых мер по всем актуальным вопросам таджикско-кыргызских отношений, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Комиссии, созданные по инициативе правительств Таджикистана и Кыргызской республики для урегулирования вооруженного конфликта в приграничных районах 29 апреля обсудили причины и последствия инцидента и договорились о прекращении конфликта. Стороны договорились прекратить боевые действия и отвести войска и военную технику с приграничных участков в места их постоянной дислокации, а также продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках. И в этой связи принято решение создать рабочую группу из числа сотрудников соответствующих органов сторон по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей, принятию неотложных мер для эскалации ситуации на линии государственной границы и создания благоприятных условий для взаимовыгодного переговорного процесса между двумя народами и дружественными государствами. В связи с этим всех граждан страны уважительно призывают не верить никаким необоснованным и провокационным сообщениям по пограничным вопросам и полагаться лишь на официальную информацию из надежных источников государственных органов. Мы продолжаем выпуск. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации, имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. В Таджикистане в эти дни проводится раздача книги «Тоджикон. Таджики» академика Бободжона Гафурова. В честь 30-летия государственной независимости от имени главы государства данная книга будет вручена каждой семье в стране. Чтение этой мудрой книги знакомит нас с историей, языком, обычаями, культурой, истоками формирования таджикского народа и пробуждает национальную идентичность тем, чтобы мы могли учиться, знать, ну и, несомненно, гордиться своим прошлым. В Таджикистане проводится раздача книги «Тоджикон. Таджики» академика Бободжона Гафурова. В
честь 30-летия государственной независимости от имени главы государства данная книга будет вручена каждой семье в стране. В современных условиях чтение этого ценного произведения играет важную роль в изучении и точном осознании прошлого таджикского народа и способствует укреплению национального самосознания народа страны. В эти дни жителям Варзобского района доставлено 12 900 экземпляров только что изданной книги Бобаджона Гафурова «Таджики». Новость о том, что эта бесценная книга переиздается и раздается в каждый дом, уже облетела все уголки страны, и жители с нетерпением ждут, когда смогут получить и заново прочитать ее. Изучение истории таджиков, самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры неразрывно связано с изучением истории всех народов Средней Азии. Именно в книге академика Гафурова рассмотрены такие важные вопросы, как история предков таджиков, формирование таджикского народа, история зарождения и развития его языка и культуры, место таджиков в мировой цивилизации. Книга «Таджики» раскрывает сущность таджикской нации и имеет большое историческое и духовное значение, знакомит нынешнее поколение со славным прошлым таджикского народа. Эту книгу необходимо прочесть каждому гражданину, особенно молодежи, ведь знание истории дает возможность выстроить стройную систему понятий, целостную картину мира, осознать свое место в нем. Бобаджон Гафуров научно доказал, что формирование таджикской нации происходило еще в древнейшие времена. Были привлечены все найденные на тот момент письменные источники, а также данные археологии, лингвистики, антропологии, нумизматики и других наук. Выдача книги «Таджики» в каждую семью сыграет важную роль в самопознании подростков и молодежи страны. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах, новости. Вчера по всему миру отмечался Международный день танца. Танцы – неотъемлемый элемент музыкального творчества нации. История его неразрывна с историей всего народа. Об этом свидетельствуют летописи и старинные памятники материальной культуры, подтверждающие, что за многие тысячелетия таджики сумели сохранить и развить это удивительное искусство. Зумрат Файзиева продолжит тему. 29 апреля отмечается Международный день танца. Этот день призван объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке – языке танца. Таджикский танец прошел длинный и сложный путь. Переходя из поколения в поколение, он, сохранив многие древние черты, приобретал новые стили. С появлением профессионалов и введением различных аксессуаров не только усложнилась техника танца, но и расширилось его жанровое разнообразие. У иностранных гостей, посещающих Таджикистан, создается впечатление, что все таджикские девушки умеют и любят танцевать национальные танцы. Возможно, это действительно так. Многие девочки посещают школы-студии танцев, чтобы научиться выражать свои эмоции в танце. В наше время национальные танцы приобрели новые качества. Современные композиции гармонично сочетают фольклор с творческой фантазией. Женский танец, например, перестал быть только томным, замедленным, ограниченным в движениях, ведь в старые времена девушки не могли открыто демонстрировать свои чувства. Новые сольные номера преисполнены достоинства, свободы, радости и оптимизма, что придает исполнению стремительный, энергичный, темпераментный, жизнерадостный характер. В создании новых танцев на народной основе, в пропаганде лучших образцов народного хореографического искусства большую роль сыграли народные театры и музыкальные самодеятельные коллективы, а также созданный в 1965 году государственный ансамбль таджикского танца «Лола», художественным руководителем которого был Валамат Зода, и созданный в 1978 году при Комитете по телевидению и радио Таджикистана танцевальный ансамбль «Зебо», художественный руководитель Зебо Аминзаде. Эти ансамбли завоевали огромную популярность как внутри страны, так и за рубежом.
Танец не просто полезен, он целителен для тела и психики. Ведь танцуя, человек не только выполняет физические упражнения, но и высвобождает эмоции. При этом повышается психологическая гибкость, а значит адаптивность и креативность. Поэтому танцуйте и будьте здоровы, красивы и счастливы. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, новости. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.